чтобы изучить язык или научиться чему-либо, прям чему-либо, вам нужно сильное желание. Когда я говорю сильное желание, люди меня чуть-чуть не так понимают, потому что, ну я же хочу изучить русский язык, значит у меня есть желание, да, я хочу. А сильное желание, вот допустим, есть желание, надо прям, прям хочу, надо, а есть прям сильное желание. Когда хочу, надо, они тоже хотят, вы тоже хотите, ничего в этом такого плохого нет. У вас, ну, просто желание есть, но оно не сильное. И первое вот прям препятствие, первая проблема вы запускаете, вы бросаете это дело, вы прям бросаете это дело. А когда сильное желание, прям сильное желание, это человек, он прям до конца пойдет, понимаете? Этих людей прям все отличает. Что значит сильное желание? У меня есть студенты, у меня есть одна студентка, у которой грудной ребенок, прям маленький ребенок, прям ля-ля. И она иногда сидит на уроке прям вот так с ребенком. У меня вот так сидит, и мы с ней проводим урок. Вот это сильное желание, понимаете? У меня есть другой студент, который работает за границей, и у них есть же обеденный перерыв, Он в это время учится, когда люди отдыхают, кушают, он в это время учится. Я вот это знаю, что у него есть сильное желание. У него есть желание, я приеду в Кыргызстан и хочу открыть свой бизнес, для этого мне нужен язык. Он поставил цель, он идет. У меня есть студенты, которые вечером, после работы, когда они уже устали, прям, когда уже ничего не хочется лежать и, допустим, сидеть в ТикТоке, нет, они учатся. Вот это сильное желание. Но в то же время есть люди, которые вместо того, чтобы зайти на урок, выбирают ТикТок. Вместо того, чтобы зайти на урок, они выбирают пойти в гости, погулять с кем-то, да, вот, с друзьями, да, вот. Они ставят приоритет другие вещи. Это я к тому, что это не значит, что русский язык важнее ваших друзей. Нет, это не так. Просто нужно ставить приоритет. Вы записались на курс, у вас есть какое-то время, вы должны вот прям очень сильно захотеть, быстренько вот это получить, вот этот результат, который вы хотите, а потом гуляйте. Понимаете? Друзья, они же навсегда на самом деле, да? А курсы, они временные, может быть, месяц, 2-3 месяца. 3 месяца усердно учиться, а потом, когда ты уже знаешь русский язык, у тебя нету с этим проблем, ты идешь, гуляешь, а потом записываешься на английский, а потом еще куда-нибудь. То есть мы должны учиться, совершенствоваться и ставить приоритеты. То есть на данный момент в твоей жизни что важнее? Хорошая работа, новый навык, или посиделки. Посиделки тоже нужны, но всему свое время.